В Печоре планируют построить дата-центр. Об этом сегодня рассказал глава Коми во время открытого диалога с молодежью. Договоренность с инвестором, как отметил Владимир Уйба, уже достигнута. Объем капиталовложений оценивается в 15 миллиардов рублей. Предполагается трудоустроить 300 человек. Центру будут необходимы математики, айтишники, информационщики и программисты. С очень высокой зарплатой и очень интересной работой. О чем еще говорили на встрече, расскажет Мария Дымова. Сегодня мы должны анализировать наши проблемы и вести диалог, начал глава республики. Основная аудитория, с кем необходимо общаться, это молодежь. Они приходят на смену старшему поколению и формируют будущее страны. Большинство участников открытого диалога – это студенты университетов Сыктывкара и активная молодежь республики. Во время встречи любой желающий из них мог задать волнующий его вопрос. Очень важно, еще раз повторяю, живой разговор, живое общение. Я прошу сегодня стараться не лакировать вопросы, не готовить их заранее под копирку, еще из согласования вышестоящего своего руководителя, а спрашивать то, о чем вас действительно волнует. На встрече глава республики объявил, что в Печоре построят дата-центр. Это будет не просто рабочее место, а мини-город со своим микроклиматом и культурой, рассказал Владимир Уйба. Этому центру нужны 300 специалистов, среди которых математики и программисты. Для многих участников открытого диалога такая компания – шанс получить интересную и высокооплачиваемую работу. Молодые люди новость восприняли с энтузиазмом, как и саму возможность пообщаться лично с главой Коми. Это, во-первых, площадка для того, чтобы можно было поговорить и высказать какие-то мысли. Отсюда уже можно, наверное, взять тот факт, что для молодежи это в первую очередь важно тем, чтобы молодежь услышали. Ну и вообще она могла высказать какое-то мнение, спросить какие-то вопросы, которые, допустим, ей достаточно интересны, собственно, государственным лицам, которые напрямую завязаны на все это, и ответов от которых мы можем, собственно, получить и как-то выстроить свое дальнейшее мнение по этому поводу. 2023 в Коми объявлен годом молодежи. В рамках него разработали туристический проект по республике для молодого поколения. Студенты находятся в ожидании старта программы. Председатель комитета по молодежной политике Светлана Суворкина отмечает, что проект уже на стадии доработки. Участников первого тура ожидает сплав по Печоре и праздник рыбного пирога. Многих студентов и молодежи, в общем, нашей республики Коми интересует именно этот проект. Они хотят увидеть все уголки нашей республики Коми, и поэтому хотят, чтобы побыстрее это все реализовалось. Участники открытого диалога также подняли темы духовно-нравственных ценностей и субкультур в молодежной среде. Не оставили без внимания и специальную военную операцию. Помимо официальных вопросов, представители молодого поколения задавали Владимиру Уйба и личные вопросы. Один из них – что для вас счастье? Главное, чтобы внутри у каждого человека было спокойствие за завтрашний день и его дело, ответил глава Коми. Мария Дымова, Даниил Логинов, телеканал Юрган.